Приветствую, друзья! С вами я, Михаил Серкелий. На следующей неделе, в понедельник, 23 декабря, исполнится 30 лет с момента принятия закона об особом правом статусе Гагаузии. 30 лет, как существует гагаузская автономия благодаря доброй воле молдавского народа. Да, именно доброй воле молдавского народа, и я хочу остановиться на этом моменте подробнее и разъяснить, что я имею в виду под словом «добрая воля молдавского народа». Подавляющее большинство гагаузских политиков со мной не согласятся в этом вопросе. И вообще эта фраза «гагаузская автономия появилась благодаря доброй воле молдавского народа» нетипична для политического и общественного дискурса в Гагаузии. Вы скорее услышите фразу, что закон об особом правом статусе — это договор между гагаузским и молдавским народом о совместном сосуществовании гагаузов и молдаван в рамках молдавского государства. Из уст гагаузских политиков вы скорее услышите, что, согласившись на закон об особом правом статусе, гагаузский народ отказался от идеи строительства своего независимого государства и определил свою форму самоопределения в составе молдавского государства. Этот дискурс скрывает в себе идею, которую пытаются продвигать в массы гагаузские политики, ну или те, которые вложили в их уста эту формулировку. О том, что сами гагаузы решили, какой будет форма гагаузской автономии, и молдаване чуть ли не должны быть благодарны, что гагаузы согласились на это. И у меня возникает вопрос, а что, гагаузы могли не согласиться на автономию? Какой выход был у гагаузов в 1994 году? И что означает фраза «гагаузы отказались от строительства своего государства»? Эту фразу не я придумал, я ее услышал на днях от Георгия Лейчу, вице-спикера Народного собрания, в передаче «Новая неделя» с Анатолием Голя на телеканале ТВ-8. В связи с этим у меня вопрос, а что, у гагаузов был шанс построить независимое государство? Мне не совсем понятно, зачем нести этот нафталиновый бред, который не имеет ничего общего с реальностью. Давайте я напомню всем, кто забыл, как обстояли дела на территории непризнанной Гагаузской республики с 90 по 94 год. Это была, по сути, шизофреническая ситуация, когда была провозглашена Гагаузская республика, у которой был свой президент, свое правительство и свой парламент, который назывался Верховным Советом, и даже свои военизированные подразделения в виде батальона «Буджак». Но практически все сферы жизнедеятельности на территории так называемой Гагаузской республики подчинялись и функционировали на основании законов Республики Молдова. Все время, что просуществовала непризнанная Гагаузская республика. Полиция на территории так называемой Гагаузской республики подчинялась Министерству внутренних дел Республики Молдова и не признавала власти самопровозглашенной Гагаузской республики. Медицинские учреждения подчинялись Министерству здравоохранения Республики Молдова. Школы работали по программам, утвержденным Министерством образования Республики Молдова. В течение этих 4 лет, что просуществовала так называемая Гагаузская республика, школы на ее территории выдавали своим ученикам, гражданам Республики Молдова, аттестаты государственного образца Республики Молдова. В этих школах также изучался румынский, а не молдавский язык. Обратите внимание, румынский, а не молдавский. Гагаузская республика ведь была создана для противостояния румынизации, а в ее школах преподавали румынский язык. Все служащие бюджетной сферы и пенсионеры получали заработные платы и пенсии из бюджета Республики Молдова, включая все социальные выплаты. О строительстве какого независимого гагаузского государства вообще может идти речь? Это же бред сивой кобылы, зачем его повторять? Господа гагаузские политики, как можно отказаться от того, чего не существовало в природе? Поэтому, когда такие, как Лейчу и иже с ними заявляют, что закон об особом правом статусе есть договор между молдавским и гагаузским народом, это не что иное, как иллюзия, которую гагаузские политики придумали и сами в нее поверили. Нет никакого договора или соглашения или бумаги, которая по форме и содержанию напоминала бы договор и на котором стояли бы подписи представителей Кишинева и Камрата о создании гагаузской автономии. Есть только лишь закон об особом правовом статусе, принятый парламентом Республики Молдова. И только этот закон определяет форму и параметры существования гагаузской автономии. Поэтому да, гагаузская автономия существует только благодаря воле молдавского народа, выраженной в виде принятия закона об особом правовом статусе от 23 декабря 1994 года. По большому счету, нам, гагаузам, очень повезло. Гагаузское сообщество в Молдове получило то, о чем даже и мечтать не могло. Гагаузы никогда за всю историю своего существования не требовали себе государственность, как это делали многие малые и не только малые народы по всему миру.
Давайте не забывать, что вся эта история с гагаузским сепаратизмом в начале 90-х началась с маленького дискуссионного кружка гагаузских интеллектуалов, которые требовали только лишь изучения гагаузского языка в школах и издания газет на гагаузском языке. А самоопределение они даже и мечтать боялись. И тут вдруг в 90-м году гагаузы заговорили о самоопределении. Совершенно очевидно, что это не было естественным ходом вещей, основанным на каких-то исторических событиях, а искусственно инспирированным Кремлем сепаратистским движением, которое не соответствовало ни воле, ни интересам гагаузского народа. Это был результат страха и фобий, которыми накачала гагаузское сообщество советская пропаганда и которыми российская пропаганда успешно пользуется и по сей день. И несмотря на все это, гагаузское сообщество Молдовы получило то, о чем даже и мечтать не могло — гагаузскую автономию. И все это результат стечения обстоятельств на стыке 80-х и 90-х, на изломе тех грандиозных исторических событий и состояния молдавского общества в тот момент. Я имею в виду тот факт, что молдавский народ был способен и в состоянии пойти на этот шаг и сделать жест в виде предоставления гагаузам территориальной автономии. И вообще мы должны быть благодарны и благодарить Бога, что титульная нация в этой стране — молдаване, а не русские. Потому что если бы гагаузы вели себя так же, как мы вели себя в 90-е, но в государстве, где титульная нация не молдаване, а, например, русские, то нас ждала бы участь Чечни, где русские перерезали как минимум половину чеченцев, ну или замочили в сортире, как вам больше нравится, и обвинили в этом самих чеченцев. Это произошло, потому что чеченцы хотели жить самостоятельно от русских. По сути, заявили то же самое, о чем заявили гагаузы в 90-м году. А что насчет других малых народов России, которые не требовали своей государственности или своего государства? Причем, например, буряты. Их постигла не лучшая участь. Они гниют в окопах СВО, куда их пачками отправляет Путин. И как вы могли заметить, в России никто из представителей коренных и малых народов даже не заикаются о своих правах и компетенциях или каком-то там статусе или самоопределении. В 2017 году Москва отказалась продлить договор с Татарстаном о разграничении полномочий. И в Татарстане никто даже не вякнул по этому поводу. Проглотили и попросили добавки. Ни бывший президент Шаймиев, ни нынешний президент Миниханов. А почему не вякнули? Потому что знают, что стоит им только заикнуться, как они окажутся в ближайшем подвале ФСБ с бутылкой от шампанского в заднем проходе. А гагаузские политики все 30 лет как заведенные про права и полномочия, которые якобы нарушает Кишинев. При этом даже не могут четко сформулировать, что имеют в виду, но молятся и зазывают сюда русский мир. Господа гагаузские политики, у вас с логикой все в порядке? Противоречий не видите? Как можно требовать прав и компетенций и при этом ждать тут Путина с его русским миром? Путина, который в России кастрировал все полномочия местных и региональных властей и развязал войну, где физически уничтожаются малые и коренные народы России. Я прекрасно понимаю, что меня начнут обвинять в предательстве за мою позицию о том, что гагаузская автономия и закон об особом правовом статусе — это результат доброй воли молдавского народа, а не какого-то там договора, которого не существовало в природе. Но это правда. Гагаузским политикам пора прекратить представлять Кишинев как врага, который якобы хотел или хочет уничтожить гагаузский народ и гагаузскую автономию. И весь прочий бред, который мы слышим от них уже на протяжении всех этих 30 лет. Враг никогда не пошел бы на то, на что пошел Кишинев в отношении гагаузов. Не предоставил бы территориальную автономию с такими широкими полномочиями. Не предоставил бы такой большой кредит доверия. Не терпел бы выходки и оскорбления в адрес Кишинева, которые мы наблюдаем в исполнении гагаузских политиков все эти 30 лет. Действия некоторых гагаузских политиков, в том числе и тех, кто находится у власти в Гагаузии сейчас, часто носили и носят характер государственной измены и предательства. Например, организация так называемых гагаузских референдумов в 2014 году, постоянное запугивание и периодическая организация съездов депутатов всех уровней, поездки и подписание каких-то непонятных договоров с так называемыми властями непризнанной ПМР, признание независимости сепаратистских анклавов, как, например, Абхазия и Южная Осетия.
Кто-то, наверное, забыл, но 19 сентября 2008 года Народное собрание Гагаузии признало независимость Республики Абхазия и Южная Осетия и заявило о безоговорочной поддержке действий России в отношении этих республик. Ну а по сути безоговорочную поддержку войны, которую Россия развязала против Грузии. Если вы думаете, что этим все ограничилось, то нет. На этом же заседании Народное собрание обратилось к президенту и парламенту Республики Молдова с призывом сделать то же самое. Или давайте более свежий пример. Евгения Гуцул в должности Башкана поехала встречаться с Путиным, международным преступником, нерукопожатным на международной арене человеком, изгоем на мировой арене, не скрывающим желание оккупировать Республику Молдова. И жаловалась ему на действия властей Республики Молдова. А теперь представьте себе, то же самое делает, например, глава Республики Бурятия или Башкортостан. Едут к Байдену и жалуются на нарушение полномочий со стороны Путина. Что-то мне подсказывает, что эти товарищи даже не доехали бы до России. Ну а если бы и доехали, то их ждал бы уютный подвал ФСБ и бутылка шампанского, но не для празднования. Мы, конечно, отвлеклись, но это очень хорошо демонстрирует безответственность поведения и политического дискурса гагаузских политиков за последние 30 лет, которые пытались в общественном восприятии в Гагаузии представить Кишинев как врага и сформировать мнение о том, что Гагаузия могла бы построить свое независимое государство, но пошла там на какие-то уступки и согласилась на закон об особом правовом статусе. Хотя совершенно очевидно, что у гагаузов не было и нет других вариантов, кроме как быть частью Республики Молдова. И чем быстрее гагаузские политики это поймут и донесут эту мысль до жителей Гагаузии, тем лучше станет всем нам. Давно пора понять, что у гагаузов нет другого варианта, кроме как быть в составе Республики Молдова и идти вместе с Республикой Молдова по пути европейской интеграции. Путь, который молдавский народ, и тут я имею в виду не только этнических молдаван, но и всех граждан Молдовы, независимо от их этнической принадлежности, проголосовавших за европейское будущее страны на референдуме от 20 октября 2024 года. Хватит пытаться навязывать Молдове волю Кремля. Гагаузским политикам и всему гагаузскому сообществу давно пора понять, что будущее Республики Молдова и то, куда она будет двигаться, определяет молдавский народ, а не Путин. Совершенно очевидно, что Путин сюда не придет, и не надо его ждать, и не нужен он здесь, потому что там, где Путин, там разруха. Пора осознать, что мы часть Республики Молдова и стремиться к тому, чтобы быть достойной частью молдавского общества и достойными гражданами этой страны. Пора завязывать с такими выходками, как съезд депутатов всех уровней, работа на лидеров организованной преступной группы, организация никому не нужных, кроме России, референдумов, признание сепаратистских анклавов и поездки к Путину. Это не сулит ничего хорошего ни гагаузам, ни гагаузской автономии. Отработка путинской повестки и повестки лидеров организованных преступных групп нам только вредит и лишает нас будущих перспектив. К сожалению, к этой дате, к 30-летию принятия закона об особом правовом статусе, мы подошли в ситуации, когда очевиден моральный кризис гагаузской автономии. Гагаузией управляют случайные и безграмотные люди с серьезными проблемами с законом. Ни Евгения Гуцул, которая занимает кресло Башкана, ни Дмитрий Константинов, который занимает кресло спикера Народного собрания, ни их заместители Илья Узун, Виктор Петров и прочие не представляют гагаузский народ и не представляют Гагаузию. Они в этих должностях оказались случайно, по очень простой причине. Кремль, который в свое время навязал гагаузам фобии перед румынизацией, до сих пор очень активно эксплуатирует эти фобии, влияет на общественное мнение в Гагаузии, навязывает гагаузам политическую волю через пропаганду и подкуп политиков и избирателей. Удерживая гагаузов во власти страха перед румынизацией, Кремль подсовывает гагаузам всяких Шоров, Гуцул, Петровых, Константиновых, Узунов и Влах. Я не знаю ни одного человека в здравом уме в Гагаузии, который хотел бы видеть в должности заместителя Башкана Илью Узуна, или считал бы, что Илья Узун соответствует этой должности. Ну или, я не знаю, никого, кому не становилось бы стыдно, когда Евгения Гуцул произносит что-то от имени гагаузов. Это же стыд и позор. Или я не знаю никого, кто считал бы Дмитрия Константинова честным человеком. У всех, с кем бы вы ни говорили в Гагаузии, однозначно плохое мнение об этих людях. Ну, кроме тех, кому заплатил Шор.
Но большинство гагаузов готовы терпеть этих людей в руководстве автономии, потому что их навязала гагаузам Россия. А Россию в Гагаузии слушают, потому что боятся румынизации, что бы это ни значило. Уберите фобии и страхи перед румынизацией, смысл существования сегодняшней Гагаузии просто исчезнет. Тем более Гагаузия сегодня не обеспечивает интересы ни одного жителя автономии. Более того, Гагаузия сегодня это бремя для гагаузского народа и гагаузского сообщества, которое обходится в серьезную копеечку. Из бюджета Гагаузии ежегодно тратится 150 миллионов леев, и каждый год эта сумма увеличивается на содержание чиновничьего аппарата, на людей, которые не дают гагаузам ничего, не обеспечивают их экономическое благосостояние, не защищают их права, не способствуют их социальному и культурному развитию, никак не способствуют улучшению бытовых условий и условий жизни в Гагаузии. За 30 лет существования Гагаузии в автономии так и не создана система услуг общественного транспорта. Например, из средств регионального бюджета не было построено ни одного очистного сооружения. Да, что говорить о таких сложных вещах, как канализация, дороги и услуги общественного транспорта. В бюджете в размере в 1,5 миллиарда леев Гагаузия не смогла найти деньги на выплаты компенсаций в зимний период. Сокращаются программы социально-экономического развития. Нет программы капитальных инвестиций в городскую и сельскую инфраструктуру. Урезано финансирование образовательных учреждений. Все инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в Гагаузии, реализуются за деньги из бюджета Республики Молдова, Европейского Союза, США и других партнеров по развитию. В 2021 году в Чедрлунгском парке я встретил одного человека, уроженца Чедрлунги, который давно живет в России и приехал к себе на родину погостить. И он мне сказал тогда следующую фразу. Вот слышу, что построили что-то на турецкие, европейские или азербайджанские деньги. А когда построят что-то на гагаузские деньги? И он прав. У Гагаузии есть свой бюджет, где 500 миллионов леев, это из 1,5 миллиарда, 500 миллионов леев это собственные доходы. Но Гагаузия не реализовала ни одного более-менее стоящего или значимого проекта на своей территории за собственные деньги. Эти деньги проедаются и тратятся непонятно на что, и никто за них не отчитывается. Можно сколько угодно пенять на Кишинев, но Кишинев здесь ни при чем. Гагаузия оказалась в такой ситуации не потому, что Кишинев урезает что-то у Гагаузии. Нет. Программы, реализуемые правительством Республики Молдова, реализуются и в Гагаузии. Та же самая программа «Европейское село». Правительство Республики Молдова исправно финансирует содержание бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов в Гагаузии, строительство и ремонт дорог, выплачивает жителям Гагаузии пенсии и социальные пособия и выплаты. С этой точки зрения, со стороны Кишинева Гагаузия никак не ущемляется. Гагаузия начала терять в деньгах, инвестициях и международной поддержке, потому что решила пойти за Россией. В этом Гагаузия не сделала ничего нового. Гагаузия всегда голосовала за пророссийских политиков и пророссийские партии. Но дело в том, что в феврале 2022 года изменился международный и геополитический контекст. Россия развязала самую большую преступную войну со времен Второй мировой, напав на Украину. Россия попала в международную изоляцию, а путинский режим стал изгоем на международной арене. И тем не менее Гагаузия приняла сторону России, в то время как власти Республики Молдова приняли сторону цивилизованного мира и солидаризировались с Украиной. Более того, гагаузские политики стали обвинять власти Молдовы за то, что они солидаризируются с Украиной. Все дошло до того, что в 2023 году Гагаузия выбрала до того никому неизвестную Евгению Гуцул, которую поддерживал Шор, и фактически передала лидеру организованной преступной группы Илону Шору право принимать политические решения в Гагаузии. И все потому, что Илон Шор агрессивнее всех продвигал и продвигает повестку Кремля. Не Кишинев навязал гагаузам Шора. Шора Гагаузии навязал Кремль. Более того, Кишинев предупреждал Гагаузию о последствиях в случае избрания Шора. У Гагаузии было несколько возможностей избавиться от Шора, но раз за разом гагаузские политики, так называемые общественники и большая часть гагаузских избирателей подтверждали свой выбор в пользу Шора. На выборах Башкана 23 года, на местных выборах того же года, в 23 году, и на референдуме по вопросу вступления в Европейский Союз. Да, можно сколько угодно списывать это на то, что людей купили. Все это, конечно, так.
но это не было первостепенной причиной голосования за Шоров и в пользу Кремля, то есть в пользу путинской России. Подкупом голосов и политиков в Гагаузии Кремль подстраховался. Люди голосовали за Шора и за Россию, потому что они в это верят. И самая главная причина такого выбора — это страх перед румынизацией, что бы это ни значило. Более того, жители Гагаузии согласны с идеей существования Гагаузии не потому, что она обеспечивает их экономические и социальные права. Все прекрасно понимают, что с этой точки зрения Гагаузия бесполезна, она себя не оправдала. Гагаузы держатся за Гагаузию, потому что думают, что она защищает их от румынизации и освобождает их от необходимости изучать румынский язык. Убери страх перед румынизацией и румынским языком, и для большинства жителей Гагаузии необходимость существования гагаузской автономии просто исчезнет. Совершенно очевидно, что Гагаузия теряет смысл как инструмент защиты от румынизации и сохранения статус-кво русскоязычного региона. И если гагаузское сообщество и его политические лидеры не найдут новый смысл существования Гагаузии, то, очевидно, Гагаузию будет необходимо закрывать как проект. Потому что чем больше людей в Гагаузии будут говорить на румынском языке и будут лучше интегрированы в молдавское общество и поймут, что в Кишиневе не враги, тем чаще они будут задавать вопрос, а нужна ли вообще Гагаузия. Поэтому, если мы, гагаузы, хотим, чтобы Гагаузия существовала и дальше, мы должны переосмыслить смысл ее существования. Мы должны честно ответить на один простой вопрос. Зачем на самом деле нужна Гагаузия? Без красивых витиеватых фраз, без заученных слов, без желания кого-то обмануть и запугать, а честно, не кривя душой. Долго ответ на этот вопрос искать не надо. Он известен всем, и в Кишиневе, и в Камраде. Закон об особом правовом статусе от 23 декабря 1994 года был принят для одной единственной цели – сохранения гагаузской идентичности, сохранения и развития гагаузского языка и гагаузской культуры. Других целей создания гагаузской автономии не было, нет и не будет. Если гагаузская автономия и ее полномочия не работают для достижения этой цели, то смысла в ее существовании нет. Подавляющее большинство гагаузских политиков, башканы, депутаты Народного собрания, члены исполнительного комитета всегда делали вид, что гагаузский язык и гагаузская культура второстепенны и даже третьестепенны. По их мнению, есть полномочия и вещи поважнее, чем гагаузский язык. Чего за 30 лет они только не говорили, чтобы убедить всех, что миссия гагаузской автономии не в сохранении и развитии гагаузского языка и гагаузской идентичности, а в чем-то другом. Для гагаузских политиков всегда было важнее заниматься национальной политикой и даже геополитикой. Они считали своим долгом указывать молдаванам, на каком языке им говорить, с кем дружить, в какую сторону идти и с кем и кем себя считать, румынами или молдаванами. Все 30 лет нам вешали лапшу на уши, что Гагаузия — это якорь молдавской государственности, что бы это ни значило. Гагаузы — истинные патриоты Молдовы. Гагаузы защищают молдавскую идентичность. А молдаване, которые называют родной язык румынским, потеряли свою идентичность с точки зрения гагаузских политиков. Но при этом все 30 лет гагаузские политические лидеры игнорировали и продолжают игнорировать саму суть существования гагаузской автономии, а по сути игнорируют гагаузскую идентичность. Это видно по действиям и по основным документам, которые принимают Народное собрание и исполнительный комитет. Потому сколько денег они в бюджете закладывают на изучение и продвижение гагаузского языка, а закладывают они на это ничтожно мало. Это видно потому, что заседания исполкома и Народного собрания не проводятся на гагаузском языке. Дело производства в органах публичной власти Гагаузии не ведется на гагаузском языке. Официальные документы не публикуются на гагаузском языке. А с другой стороны, как они будут публиковаться на гагаузском языке, если их некому переводить на гагаузский язык? Я знаю всего лишь одного сертифицированного переводчика на гагаузский язык. Это Елена Мамат из Казакли. Может быть, есть и другие, но я знаю только Елену Мамат. Самое легкое, что можно было бы сделать для продвижения гагаузского языка, это повесить указатели улиц, городов и сел Гагаузии на гагаузском языке. Короткое путешествие по Гагаузии даст вам понять, что даже этого не было сделано. Я не берусь утверждать, что в Гагаузии нет ни одной улицы с указателями на гагаузском языке. Я о том, что на всех улицах, во всех селах и городах Гагаузии должны висеть указатели на гагаузском языке.
Это не требование Михаила Серкили, это требование закона о функционировании языков на территории Гагаузии, принятого Народным собранием аж в 1995 году, и который не соблюдают сами гагаузы и власти Гагаузии. Об отношении к гагаузскому языку говорит и то, что ни один башкан или депутат Народного собрания никогда не делал гагаузский язык приоритетом своей предвыборной программы или политической деятельности. Более того, у абсолютного большинства кандидатов на выборные должности в Гагаузии развитие и сохранение гагаузского языка в программах просто отсутствовало. Для них всегда было важнее сохранять взаимоотношения с Россией, но никогда не было важно сохранить гагаузский язык. Гагаузские политики уже и не стесняются заявлять о том, что сохранение и развитие гагаузского языка, а как следствие гагаузской идентичности и культуры, не является основной целью существования гагаузской автономии. Например, вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу в эфире программы «Новая неделя» с Анатолием Голя на утверждение ведущего о том, что гагаузская автономия создавалась не для того, чтобы там не знали гагаузский и румынский язык, заявил: а почему вы делаете акцент только на этом? Разве это отрицает необходимость и возможность функционирования гагаузской автономии? Отнюдь нет, отвечает на свой же вопрос господин Лейчу. Таким образом, Георгий Лейчу пытается нас убедить в том, что есть и другие цели, ради которых создавалась гагаузская автономия. На уточняющий вопрос УАЗу Натой, который участвовал в этой же передаче, зачем создавалась гагаузская автономия, Лейчу ответил: для удовлетворения национальных потребностей гагаузского народа, что бы это ни значило. Я боюсь представить, о каких потребностях говорит Георгий Лейчу. С другой стороны, у меня встречный вопрос к господину Лейчу: а в чем, собственно, национальные потребности гагаузского народа, если не в сохранении и развитии гагаузского языка, гагаузской идентичности и гагаузской культуры? Я полагаю, что Георгий Лейчу имел в виду широкие полномочия, которые предусматривает закон об особом правовом статусе: экономические, финансовые, социальные и законодательные. Таким образом, я полагаю, Лейчу хотел сказать, что реализация этих полномочий тоже является целью существования Гагаузии. Но дело в том, что эти полномочия не предоставляли Гагаузии просто так, чтобы они были. И не надо их рассматривать как отдельные самостоятельные цели существования гагаузской автономии. Эти полномочия даны Гагаузии для достижения той самой главной и единственной цели существования гагаузской автономии: для сохранения и развития гагаузского языка, культуры и идентичности. Если эти полномочия, равно как и вся гагаузская автономия, не работают для сохранения и развития гагаузского языка, культуры и идентичности, а работают, например, для укрытия преступников, продвижения преступных режимов и работают на подавление гагаузского языка и гагаузской идентичности, то нет смысла в этих полномочиях, равно как и нет смысла в гагаузской автономии. Если господин Лейчу и гагаузские политики, и другие гагаузские политики считают, что в существовании гагаузской автономии гагаузский язык, культура и идентичность не главное, то в чем тогда особенность гагаузской автономии? И чем она отличается от того же Кагульского района? Тем, что гагаузы больше любят Путина? Какой в этом смысл молдаванам предоставлять гагаузам особый правовой статус? Гагаузские политики прекрасно понимают, что ни в Кишиневе, ни в международном сообществе никто никогда не примет как цель существование гагаузской автономии для сохранения статус-кво русскоязычного региона и продвижения русского мира. Поэтому гагаузские политики всегда вуалируют и используют витиеватые определения для того, чтобы скрыть то, во что они сами верят. Но косить под дурачка и делать вид, что гагаузский язык не главное, можно было до начала полномасштабной войны России против Украины. С момента, как Россия напала на Украину, все чаще и чаще будет звучать вопрос: в чем смысл существования гагаузской автономии? И этот вопрос звучит не просто так. Этот вопрос звучит потому, что особый правовой статус Гагаузии используется для продвижения интересов беглого преступника Илона Шора и преступного путинского режима против национальных интересов Республики Молдова. Нужно понимать, что вопрос, зачем нужна гагаузская автономия, будет звучать все чаще и чаще. И это очень релевантный вопрос. На него нужно будет искать ответ. И не нужно называть предателями людей, которые этот вопрос задают. Это все равно, что злиться на доктора, который озвучил вам диагноз. Для того, чтобы этот вопрос перестал звучать, гагаузским политикам нужно перестать заниматься ерундой, а задуматься над целями и задачами существования гагаузской автономии и прийти к единственному правильному выводу. Гагаузская автономия создавалась не для того, чтобы
заниматься геополитикой, а для того, чтобы обеспечивать интересы гагаузского народа. И в связи с этим возникает вопрос, как встреча Евгении Гуцул с международным преступником Владимиром Путиным отвечает интересам гагаузского сообщества. Я вам отвечу, никак. Более того, вредит. Лояльность гагаузского политического класса путинскому режиму обходится гагаузскому сообществу очень дорого. По этой причине Гагаузия не получает международную поддержку, из Гагаузии бежит бизнес, из-за этого сокращается бюджет Гагаузии. Как следствие, жители Гагаузии лишаются компенсаций в холодный период. Города и села лишаются инвестиций из бюджета Гагаузии. Сокращается финансирование образования из регионального бюджета. Вот к чему приводит использование полномочий Гагаузии не по назначению. Гагаузские и пророссийские политики часто упрекают нынешние власти Республики Молдова в том, что якобы отказ ездить к Путину на поклон вредит Республики Молдова. Но на примере Гагаузии мы убеждаемся, что как раз-таки наоборот. Если что и может навредить интересам Республики Молдова, так это дружба с Россией. Гагаузские политики сколько угодно могут надувать щеки и делать вид, что Кишинев им по гроб жизни чем-то обязан. Но это не работает. Кредит доверия, выданный Гагаузии в 1994 году, уже исчерпан. И гагаузскому сообществу нужно сделать все, чтобы это доверие восстановить. Здравого смысла нам, друзья.